Большинство положений, касающихся взыскания государственной пошлины, регулируются законом, параметры которого были сформулированы еще в 2000-2003 годах. С тех пор существенно изменились экономические параметры и условия. Накопилась инфляция, также выросла стоимость судебной нагрузки по рассматриваемым делам. Инар Гыцба, депутат Народного собрания, отмечает, что в основном эти изменения коснутся взыскания пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и арбитражном суде. Кроме того, существуют и другие виды пошлин. Например, взимаемые за исполнение юридически значимых действий, включая нотариальные услуги. Многие из этих пошлин сегодня уже не актуальны с точки зрения их стоимости и давно требовали пересмотра с учетом современных реалий. Была государственная пошлина, согласно действующей редакции предыдущего закона, которая обходилась там 12 рублей. Эти 12 рублей попадали в государственный бюджет, в республиканский бюджет, но чтобы их оплатить, человек, который приходил в банк, комиссия банка обходилась в 50 рублей. Поэтому мы считали, что подобный подход, он, во-первых, не актуален, он несправедливый, так как вообще расходы, связанные с рассмотрением юридически значимого действия, обходятся гораздо больше. Кроме того, конечно же, мы рассчитываем на то, что пополнение бюджета будет более сбалансированным и будет более справедливым и актуальным. Пересмотрены позиции, внедрены новые положения, касающиеся дел, рассматриваемых в арбитражном суде. Например, ранее не было положения, которое справедливо регулировало бы внесение государственной пошлины за дела, связанные с незаконностью построек. Человек, допустим, на своем приусадебном участке или где-то на территории, которая там по документам к нему относится, построил гараж, и потом возникла необходимость ее оформления. Это одна ситуация, но были такие случаи, когда люди, сейчас без имен, без фамилий, построили там 2-3 гостиницы без документов, и чтобы узаконить эти постройки, государство взыскивало всего лишь 600 рублей, если я не ошибаюсь. Но опять-таки тут справедливости ради нужно отметить, что этот подход не был сбалансированным. Еще одно важное новшество этого закона заключается в том, что в новой редакции происходит полный отказ от начисления государственной пошлины, исходя из исчисления параметров минимального размера оплаты труда. То есть, если раньше госпошлина рассчитывалась как процент от МРОТ, то сегодня эти пошлины строго фиксированы. По мнению Инара Гыцба, и операторам этих госпошлин работать с новой редакцией закона будет гораздо проще. А кроме того, всем субъектам, вовлеченным в юридически значимые процедуры. Мы, конечно же, консультировались со специалистами, высчитывали экономически сбалансированную цену, чтобы это не было обременением для населения. Но, тем не менее, чтобы эти цены, соответственно, 12 рублей за подачу искового заявления неимущественного характера, это как-то сегодня не совсем справедливо. Плюс действительно суды, если мы говорим о делах, которые рассматриваются в судах общей юрисдикции, затраты этих судов на осуществление этого действия гораздо выше. Перед тем, как вынести на рассмотрение, мы, конечно же, еще отправляли запросы операторам этих государственных пошлин. К примеру, если за предыдущий год, 2025, в судах общей юрисдикции было взыскано за юридически значимые действия госпошлины в размере 1 800 000 рублей за целый год, хотя затрат на эти действия было гораздо больше. Мы рассчитываем, что с введением нового подхода эта сумма гораздо будет выше. Соответственно, республиканский бюджет получит новые доходы. И опять повысить эффективность правоприменительной практики. Инициатор законопроекта – депутат Народного собрания Инар Гыцба. Новая редакция закона была разработана совместно с Кабинетом министров. Инар Гыцба отметил, что идея пересмотра возникла с учетом необходимости пополнения бюджета и поиска новых источников его наполнения, чтобы государство имело возможность более эффективно оказывать социальные меры поддержки населения в том числе. Согласовывал и консультировался и со специалистами, но и в том числе, конечно же, обсудили этот вопрос и с премьер-министром. Владимир Делба тогда мне сказал, что работа определенная была проведена, мы подняли эту работу и актуализировали ее параметры. Закон о госпошлине вступает в силу с 1 февраля. Шазина Ханагу, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.